что Камила Душеваевна, Левал Наргазович, Надина Уиштурчулар, Сдерге Чом Рахмат, Шундай, Азаттык форумын демгесин уюштуруп, анан ушундай деңгээлде, бийик деңгээлде бизде шарт түзүп бергениңиздер үчүн. Уважаемые участники, буквально очень коротко, я не буду задерживать в таком телеграфном режиме. Мы говорим, что свобода слова в опасности. Не только свобода слова, свобода адвокатуры, свобода объединений, вообще свобода в опасности. И мы бьем набат, и мы здесь говорим, что мы эту свободу отстоим. Давайте не будем друг другу что-то говорить, что-то будет увеличиваться, что-то еще будет. Ничего не будет увеличиваться, мы все это видели, проходили, мы это кино смотрели. И мы прекрасно знаем, чем это все заканчивается. И когда здесь говорит Тамерланов, Ормуков, Сан Саныч, Александр Александрович Ким и прочее. У меня единственный вопрос, и мне кажется, у вас у всех тоже этот вопрос, на этот вопрос у нас нет ответа. Почему? Зачем? Почему сейчас? Почему не тогда? Что? Кому это надо? Это вот эти вопросы, наверное, ответы мы не получим, но нам это жутко интересно. Кому нужен такой сюжет? И почему так надо закручивать все это дело именно сейчас, когда вроде бы человеку нужно остаться в политике, вроде бы нужно было бы, где он там сидит, и, значит, быть гарантом демократии и прочее. Но что делать? Я считаю, уважаемые друзья, коллеги, соратники, мы много через с вами прошли, задача сегодняшнего дня — кыргызча айтканда тому дуртпай, бирок ташытпай. Вот. Мы не должны дать ситуацию заморозить, и в то же время мы не должны ее, чтобы она закипела. Наша с вами основная сейчас миссия — довести нашу страну и общество до 19 ноября. Добиться и сохранить вот эту свободу, чтобы у нас произошли хорошие свободные выборы, у нас много замечательных лидеров в нашей стране, наш народ богат, значит, на выдающихся деятелей, и каждый из этих мужчин и женщин должны получить возможность выйти перед народом, а наш народ должен получить возможность свободно избрать. Вот наша с вами задача. И в то же время ташит пашускали. И здесь, конечно, мы должны сказать, мы не должны дать возможность ни Атамбаеву заморозить ситуацию, и мы не дадим. И в то же время никаким авантюристам, которые сейчас пытаются, значит, горячее что-то, значит, вот так схватить и что-то устроить, мы им четко говорим, никому из вас мы тоже не дадим эту власть. Мы также будем защищать наше общество и государство, порядок и законность. Если кто-то сейчас задумывает какие-то планы, прийти через черную дверь или через как-то, только через выборы. И здесь вот наш уважаемый доктор Рачканбаев задает вопросы, что-то про будущее, что-то это. Я вам хочу сказать одно. Вот нынешняя система, которую вы называете парламентской демократией, и многие мои коллеги, предыдущие коллеги в гражданском обществе сейчас как засвященные коровы держат, не ошибайтесь, дорогие мои. Это не парламентская демократия. Это мир видел и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке. Это олигархия, это клептократия, это компрадорский режим. Если вы считаете, что это демократия, этим богачам и буржуинам вы хотите дать будущее моей страны, то мы по разные стороны. Потому что парламентская демократия, она очень хороша для консервации каких-то, когда все очень хорошо, все спокойно. Нам, молодежи, нужно развитие, нам нужен рывок. Поэтому конституционные дебаты давайте мы не будем закрывать, но банкротство — это система, которую вот один человек, значит, и партия они сделали. Банкротство она проиграла. Регламент Именно в результате этой системы кое-кто сейчас вот в нынешнем состоянии состоит. Спасибо большое.